Запрет введен приказом Министерства образования и науки Российской Федерации номер 362 от 28 ноября 2008 года. Исключение национального компонента из государственного стандарта образования и запрет единого государственного экзамена на родных языках лишил законодательной защиты сохранения и развития национальных языков и культур в сфере школьного образования. Система образования лишается таким образом ее важнейшей функции национально-культурного воспроизводства народов Российской Федерации и российского многонационального общества в целом. Закон принят с нарушением многих норм Конституции, всех общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров о защите языковых прав народов. Нарушен принцип равноправия народов Российской Федерации, провозглашенный в преамбуле Конституции. Проигнорирована статья 55 Конституции, согласно которой в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Не удостоена внимания статья 72 Конституции, которая относит общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры в совместное ведение Российской Федерации и субъектов Федерации. Это значит, что отвергнут принцип федерализма в области образования. Нарушены языковые права народов и каждого ее гражданина, закрепленные и гарантированные и в других статьях Конституции. Например, гарантии прав человека и гражданина, независимо от языка, статья 19, право на свободный выбор языка воспитания и обучения, статья 26, запрещение пропаганды языкового превосходства, статья 29, признание и гарантии прав человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, статьи 15 и 17. Закон несовместим со статьей 68 Конституции, которая гласит: Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Нарушена статья 69 Конституции, которая гарантирует права коренных малочисленных народов. Право на изучение родного языка и родной литературы, родной культуры и истории своего народа законодательно защищено отныне лишь для одного народа Российской Федерации. Многонациональность Российской Федерации и равноправие ее народов – это конституционный фундамент российского государства. Статья 3 Конституции так и гласит: носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Закон номер 309 – это вызов, брошенный этому единственному источнику власти Российской Федерации, потому что никто не советовался с этим источником, принимая этот закон. Кстати, в своем ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года президент Медведев, цитируя эту третью статью Конституции, сократил ее на одно слово. Упустил слово «многонациональный», наверное, потому, что оно показалось уже ему излишним. В том послании президента Медведева есть также одно весьма спорное утверждение. Призывая всемирно развивать, совершенствовать программу обучения русскому языку, о других языках он умолчал, он назвал русский язык основой единства нашей страны. С таким утверждением трудно согласиться. Основой межнационального общения многонационального народа – это да. Язык управления государством страной – это да. Основа единства сомнительна. Как представить, например, единство армии генерала Власова и маршала Жукова? Хотя и у того, и у другого эти армии управлялись на русском языке. Язык этих армий был един, но Власова все же пришлось повесить, а Жуков был прославлен званием четырежды Героя Советского Союза. Разве может укрепить единство нашей страны закон, разделяющий и противопоставляющий народы России по их языковым правам, только лишь потому, что он написан на русском языке? Выводы из утверждения президента могут последовать очень разные. Ведь если основа единства страны русский язык, то чем же являются наши родные нерусские языки? Верно, чем-то противоположным основам единства. Не от такого ли хода государственного мышления и родился закон номер 309? Основа единства страны, как это я понимаю, это общая цель, объединяющая весь многонациональный народ.
это осознание и принятие этой цели всеми гражданами, как свой собственный гражданский долг перед страной, перед государством и обществом. Вот это и есть единство. Кто же правит Россией последние годы? Такой вопрос возникает из несовместимого расхождения между реальной национальной политикой государства и четко заявленной позицией глав государства по национальному вопросу. Послушаем наших уважаемых президентов, предшествующего и действующего. Исключим сомнения в искренности их слов. Итак, Казань, 30 августа 2002 года. Президент Российской Федерации Путин выступает перед делегатами Всемирного конгресса Татар. Он говорит: полная дурь и бред, если кто-то где-то запрещает многонациональной стране изучать родной язык или препятствует этому. Абсолютно недопустимо, вредно для страны в целом. Россия – это сосредоточение такого национального культурно-языкового богатства, которого в мире нигде нет. В этом как раз сила нашего государства. Конец цитаты. Дмитрий Медведев в первом своем президентском послании Федеральному собранию развивает ту же мысль. Еще один фактор, способный серьезно упрочить нашу федерацию, это поддержка национальных традиций и культур народа России. Во втором послании в прошлом году он утверждает то же самое. Мы обязаны беречь единое культурное пространство страны во всем его многообразии, помогать сохранению богатых национальных традиций народа России. А как же тогда получилось, что принятие федерального закона номер 309 стало апофеозом, торжеством явления, названного президентом страны полной дурью и бредом? До принятия этого закона запрет изучения нерусских родных языков проявлял себя как самодеятельный административный произвол на местах. Теперь названные президентом страны дурью и бредом явления и местное самодурство возведено до уровня федерального закона. Как это понимать? Нельзя же всерьез полагать, что принятием закона номер 309 хотят показать стране и миру, что в области национальной и школьной политики Россией правит не президент с правительством и не партия власти с Думой, а некая дружная анонимная пара, чья-то полная дурь с чьим-то бредом. Принятие закона номер 309 и запрет единого государственного экзамена на родных нерусских языках скорее всего объясняется тем, что ускоренная насильственная русификация нерусских народов Российской Федерации стала целью нынешней национальной политики федерального центра. А слова власти – это лишь слова. Многих может сбить с толку сохранение в законе 309 некоторых хороших норм, соответствующих старой трехкомпонентной структуре, стандарт. Например, в статье 2 закона сохранено положение о защите и развитии системы образования, национальных культур, региональных культурных традиций, особенностей в условиях многонациональных государств. Но ведь эти защита и развитие ушли вместе с отмененным компонентом, следовательно, они не могут войти в программу обучения. В статье 6 закона номер 309 подробно описывается право граждан на получение основного общего образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Но посмотрите, право образования на родном языке, скажем, химии, физики, географии и так далее, право образования на родном языке при исключении из закона права на его изучение, это выглядит как насмешка над национальным школам. В той же статье 309 закона 6, то есть, сохранилась норма о том, что вопрос изучения государственных языков республик в составе Российской Федерации регулируется законодательными этих республик. Но закон, исключающий без каких-либо остатков национальный компонент из стандартов образования, не допускает никаких возможностей реализации этих норм. Об изучении родных языков за пределами республик в законе даже таких пустых упоминаний нет ни слова. Согласно пункту 5 статьи 6 закона номер 309, федеральными государственными образовательными стандартами регламентируется лишь изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации. О регламентировании изучения других языков Российской Федерации нет вообще в законе ни слова. Короче, из текста и из смысла закона номер 309 никак не
никак не просматривается возможность сохранения учебных курсов и предметов, реализуемых в настоящее время в рамках национально-регионального компонента. В законе не установлены механизмы включения этих курсов в образовательный стандарт, не определены чьи-либо полномочия или чья-либо ответственность. Таким образом, сохраненные в законе права на родной язык носят чисто декларативный характер, никого ничему не обязывающий характер. В статье 7, пункт 8 закона номер 309 говорится: федеральный государственный образовательный стандарт является основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников, независимо от уровня полученного образования. В переводе на общедоступный язык это означает, что те курсы и предметы, которые изучались в рамках выпавшего национального компонента, останутся вне оценки уровня образования. Они не будут удостоены места в аттестате зрелости, их можно будет изучать во внеурочное время, а можно и не изучать, можно будет посещать уроки, а можно будет и не ходить туда. Откуда же идейные истоки этого закона и мотивы его принятия? Сам закон о них умалчивает. В самой откровенной форме эти мотивы и идейные основы были изложены в ноябре 2008 года в докладе Министерства образования и науки Российской Федерации на выездном заседании в Казани с участием официальных представителей всех национальных республик страны. Доклад был подготовлен Центром национального образования Министерства. Выделим оттуда особо интересные места. Докладчик ставит вопрос: может ли национальная школа стать массовой в республике? И тут же отвечает: конечно нет, потому что, во-первых, в настоящее время нет ни одного моноэтнического субъекта. Во-вторых, школа всегда получает от государства заказ на формирование общероссийского сознания. Выходит так: массовый охват детей учебы в национальных школах возможен лишь в мононациональных республиках. Таких республик в России нет. Другая часть ответа уже серьезное государственное подозрение. Оказывается, учить детей, как сказано в докладе, на базе родной нерусской культуры означает срыв государственного заказа на формирование общероссийского сознания. Ни больше, ни меньше. Далее говорится: школа на родном языке обучения – это особая школа. И как в чем видит министерство эту особость? Оказывается, школа на родном языке обучения, дальше цитирую, в зависимости от реализации воспитательных задач и в зависимости от выстраивания содержания может выполнять или функцию консолидации, или функцию конфронтации. То есть национальные школы рассматриваются министерством как потенциальные очаги вражеской подрывной деятельности. Они обвиняются чуть ли не в подготовке государственного переворота. Цитирую отдельные тезисы из доклада Министерства образования. В ряде субъектов Российской Федерации компонентный принцип использовался для достижения самостоятельных политических целей. Далее. В ряде субъектов выстраивается национально-этническая система образования, что противоречит Конституции России. Далее. Сделав школу фактором культурной автономизации этноса, школа используется как институт этнической мобилизации молодежи. В 82 случаях из 100 детей школьного возраста, проживающих, например, в Татарстане, отсутствует понятие «я живу в России», «я гражданин России». Это прямые, очень серьезные обвинения, ничем не доказанные, чисто клеветнические. И вот это положено в основу закона. Вот откуда родился закон, из каких идей. Дальше, да. Пока нет никаких признаков, что государство наше родное готово пересмотреть и сурово осудить эти ничем не обоснованные, оскорбительные обвинения и подозрения в адрес национальных школ нерусских народов России. В докладе Министерства предлагается преподавание родного языка с опорой на русский язык, то есть изучение национальных языков на основе русского языка. Ставится задача: необходимо рассматривать также двуязычную и бикультурную образовательную среду. То есть дети с нерусским родным языком должны будут обучаться не в родной школе, а в русской школе. Подобная задача однажды уже была поставлена. Вот как ее сформулировал министр народного просвещения Российской империи Шварц ровно 100 лет тому назад, в годы черной реакции после поражения Первой русской революции.
в апреле 1908 года.